это нужно совсем не для профессиональных исполнителей. Эти конкурсы являются ничем иным, как признанием в любви к русской музыке. Принять участие в конкурсе могли вокалисты в возрасте от 10 до 50 лет, причем как любители, так и профессионалы. В этом году участие приняли 10 хоров и 40 солистов. Отбор был достаточно строгим, но справедливым. И сегодня сюда приглашены так называемые финалисты. Финалистами мы называем тех, кто претендует на призовые места. Первое, второе, третье. Всего будет 5 категорий. Есть детские ансамбли, есть взрослые ансамбли и есть солисты, фольклор и романсы классика. И вот в каждой из категорий будет выбрано первое, второе, третье место. По окончании мы наградим их медалями и дипломами, а первые места получают также денежный приз. В программу фестиваля вошли русский фольклор, романсы, классика, авторская и современная песня. По мнению членов жюри конкурса, в этом году вокалисты особенно сильные, и если не хватает профессионализма, берут обаянием и искренностью. Конкурс растет и по помещению, и по составу участников, и по качеству. И даже не побоюсь этого сказать слово, можно даже по бюджету. Не обошел бюджет и победителей. Лауреаты первых мест получили премию в 200 фунтов. Среди малышей победу одержал хор из далекого Благовещенска. Полина Шеперд из Брайтона взяла сразу 2 первых места за сольный и дуэтный фольклор. Среди солистов победа досталась Марьяне Рыбаковой из Лондона и Альберту Жажилову из Санкт-Петербурга. Британский фестиваль является так называемым отборочным туром для вокалистов на международный фестиваль русской песни, который проводится в Москве, и проходит он там каждые 2 года. Когда себе я говорю о Христе, сердце кричит во мне, мурашки по телу идут, а значит жив Господь мой Иисус.